Строительство общеобразовательного учреждения на 420 мест здесь, в сельском поселении Верхние Очелуки, начали в июле прошлого года, тем самым дав местным жителям надежду, что одна из давних проблем с перегруженностью других двух школ в селе будет решена. Курс полностью установить по всем этажам. Второй этаж половину не законченный, а третий этаж полностью истоялся. Мягкие кровли полностью завершены есть. Так полностью благоустройство, шовен вайлаты, жерметики, анзер ашарями, аншангуштэй парсокул полностью приготовил латыжи. Работы здесь ведутся аккуратно, все прибрано, трудятся и в вечернее время суток, используют прожекторы. На участке созданы все условия для того, чтобы управиться в срок. А ведь в начале были трудности и с и с водоснабжением. Объект полностью автономный, есть свой трансформатор, личная котельная и очистные сооружения. Одновременно специалисты заняты и внутренними отделочными работами. Полностью стяжки они ухче, полностью фильтрационный, полностью очистные ухче, полностью стяжки, полностью шектурки, полностью масло-хамисты диантра. О хабе бог примерно 75% полностью бог бедянет. Десерфит на подвесной потолок, где шангуштай барьер, дакайлы якуш, полностью хая воздушный, полностью дакайлы якуш. Эсхалдестра, подвесной потолок. Полностью навесной потолок, полностью один. Дадулди марцедиш, готовы Большой просторный актовый зал, кабинеты для кружковых занятий, добротный пищеблок, спортзал, оборудованный современным инвентарем. Обо всем этом раньше только мечтали, делится директор школы Маккабекова. Строительство этой школы является огромным подарком не только для наших детей, но и для всех жителей нашего села. Так как на данный момент, которые функционируют школы в нашем селе, они переполнены, дети учатся в 2 смены. И открытие этой школы послужит тому, что дети будут посещать занятия в 1 смену. Школа на 420 мест возводится в рамках национального проекта образования, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Работы осуществляет подрядная организация «Домстрой», заказчик Министерство строительства Республики Ингушетия. Контрактная цена – это 366,9 миллионов рублей. На сегодняшний день оперативная готовность объекта составляет около 30%. Но объект в следующем году были задержки, в том числе связанные с корректировкой проектно-сметной документации. Сейчас уже эта работа на финишной стадии. Но вы сами видите, что одновременно по всем направлениям работы ведутся. Мы думаем, они уложатся. Строительство общеобразовательных учреждений держит на личном контроле и глава региона Махмуд Али Калиматов. Для вашего уюта, для уюта учителям, чтобы им удобно было в классах вести свои уроки, чтобы мамы не беспокоились, замерзнет ребенок, то вентиляции не будет или еще что, потому что здесь все предусмотрено. Хотел бы, чтобы вы использовали спортивные снаряды, мальчишки, девчонки, стадион и все остальное. Ну и, конечно, набирали знания. Нам нужны специалисты. Открытие школы станет настоящим подарком как для учащихся, так и самих родителей. Долгое время они были обеспокоены вопросом, куда устроить учиться своего ребенка, тем более если ближайшая школа располагается в нескольких километрах от дома. Начальный класс, старший класс. Не то, что с уютно ложу, с ирхаилик, жахсату с жбахан алче, уютр школы, ухзабахзлош, биршты чагяни. Бахкач ахалхулсан хан алч. Автобус хаммену все равно гяни исча. Ухз ирхаил же ханс чахижет, ирхаил чагадха. Строители в ближайшее время намерены заняться обустройством кровли, в первую очередь спортзала. Часть определенных работ нужно успеть сделать до заморозков. Адам Мережков, Асхаб Илакиев, Новости 24.